Здравствуйте. Можно подать документы по программе «Болашак»? Да, конечно. История всех болашаковцев начинается с этого здания. Каждый претендент сдает документы, проходит конкурсный отбор здесь, в Центре международных программ. Герой сегодняшнего нашего выпуска когда-то сам подавал документы на получение стипендии, прошел все этапы конкурсного отбора, получил зарубежное образование, вернулся и возглавил эту организацию. Здравствуйте, Гани Сактаганович. Как дела ваши? Спасибо, хорошо. Рада приветствовать вас в программе «Болашак» Узенен-Баста. Расскажите о вашей дороге в программе «Болашак». Ну, о программе «Болашак» я знал со школьных лет. И поступить на эту стипендию было всегда, мне кажется, моей задачей. И после завершения обучения в Евразийском университете имени Гумилева в Астане, я последний год, именно 5-й курс, решил активно подавать документы в разные зарубежные вузы. И поступив в ряд вузов американских, я пришел в Министерство образования и науки и спросил, как теперь можно получить стипендию «Болашак». Я вот самостоятельно поступил. А более подробно давайте я предложу рассказать в своем кабинете. Давайте пройдемте. Гани Нигметов уже год занимает пост президента Центра международных программ. Признается, когда в 2005 году приходил в только открывшийся центр сдавать документы для стипендий «Болашак» и предположить не мог, что дорога его приведет сюда в 2013. Гани Сактаганович до ЦМП много и плодотворно поработал в Назарбаев университете. Рассказывает, как в кратчайшие сроки команда аналитиков, в числе которых был и он, создавали концепцию будущего крупнейшего исследовательского центра науки и бизнеса в СНГ. Я очень благодарен стипендии «Болашак», которая позволила мне получить качественное зарубежное образование. Фактически стипендия «Болашак» дала путевку мне в жизнь. Поэтому я особенно благодарен президенту страны, который основал эту стипендию, уникальную стипендию, которой нет на пространстве СНГ аналогичной. И вообще в мире она очень уникальна, и международные эксперты об этом подтверждают. И, конечно же, я благодарен народу страны. Гани Нигметов окончил Евразийский национальный университет имени Льва Николаевича Гумилева, специальность «Международные отношения». По программе «Болашак» отучился в Монтерейском институте международных исследований в США по специальности «Государственное управление в международном менеджменте». В 2013 году, вспоминает Гани Нигметов, он, только вступивший на новую должность, сразу ощутил ее весомость и значимость. Ведь в конце того же года был проведен масштабный юбилейный форум стипендий «Болашак» с участием главы государства. Тот напряженный момент наш спикер помнит как сейчас. Пришлось много потрудиться и самому, и всем сотрудникам ЦМП. Это мероприятие было одним из масштабных в течение года. Задача стояла собрать наибольшее количество стипендиатов программы «Болашак», провести очень торжественно, во-первых, 20 лет стипендии «Болашак» и с участием президента. И надо сказать, что все, конечно, мои силы в первые месяцы до ноября, они были направлены на подготовку к этому форуму. Тогда-то он и закалился как руководитель, сразу вошел в курс дел и увидел всю работу общества изнутри. Теперь каждое утро он начинает совещание с коллегами. Говорит, что каждого своего сотрудника, а их более 130, знает лично. Многое в центре зависит от работы с будущими стипендиатами. Поэтому Гани Сактаганович ввел за правило термин «вежливый профессионализм», что значит, что все работники ЦМП вежливы и профессиональны. Гани Сактаганович, если смотреть с точки зрения его руководства в центре, в обществе, то это руководитель нового типа, можно сказать, лидер, руководитель нового типа, новой формации, с демократическим подходом, с умением смотреть далеко вперед, очень позитивный человек,
умеющий принимать решения однозначно. В целом, работа ЦМП как администратора программы «Болашак» налажена и, можно сказать, идет в гору. Лично Ганис Актагановичем были предложены ряд реформ в структуру программы. Общество уделяет большое внимание работе в регионах, информируя сельскую молодежь о возможности обучиться за рубежом. Сегодня по стипендии «Болашак» могут выезжать творческие работники и работники СМИ. Увеличилось и количество стипендий, отведенных на научные и профессиональные стажировки. А в следующем году для ЦМП важный год. Они будут отмечать свое десятилетие. Со следующего года, к примеру, на стажировки могут поехать журналисты, государственные служащие и другие категории. То есть расширяется доступ к стажировкам со стороны других категорий работников. Опять же, это в проекте изменений это есть. Рабочая неделя позади, а значит все звонки, совещания и встречи можно оставить до следующего понедельника. В этот прекрасный солнечный выходной день самое время провести отдых в кругу близких людей. Ганис Актаганович признается, что во время недели уделить время досугу совсем не удается. Даже в выходные дни не всегда получается выбраться на свежий воздух. Гани Нигметов улыбается и говорит, что 5 дней он на работе, 2 выходных дня на учебе в Назарбаев университете. Но несмотря на такой плотный график, близким и любимым людям время он все равно находит. Тем более, когда на улице еще не так холодно, лучший досуг – это прогулка по столичному парку. Мы снова обращаемся к нашей поисковой системе, которая помогает нам найти болашаковцев, работающих в разных городах и регионах нашей страны. Нажимаю «Пуск» и встретимся в следующем выпуске программы.